Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане вырос объем безналичных платежей. Посол Беларуси завершает свою миссию в Ашхабаде. В Туркменистане запущен новый водоочистной комплекс и другие новости. В Марийском вилаяте Туркменистана введено в эксплуатацию современное водоочистное сооружение, способное производить до 25 тысяч кубометров питьевой воды ежедневно. Объект построен хозяйственным обществом Бакы-Чинар на территории Гингишлика имени Сейтназара Сейди Туркменкалинского итрапа. В спортивном комплексе по зимним видам спорта в Ашхабаде состоялся совместный концерт российской певицы Ольги Шультайс, звезды узбекской эстрады Османа Новрузова и туркменских артистов. Объем безналичных расчетов в Туркменистане за январь-ноябрь текущего года превысил 18,3 миллиарда манатов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Росту безналичных платежей способствовало внедрение современных цифровых сервисов, включая мобильный и интернет-банкинг. Среди новых услуг система дистанционного банкинга Мензелара Банк, который по состоянию на 1 декабря этого года воспользовались более 24 100 клиентов для операций с международными платежными картами. В стране также активно развиваются международные платежные системы Visa и MasterCard, внедряются технологии бесконтактных платежей и новые мобильные приложения для проведения финансовых операций. Посол Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслав Бескостый завершает свою дипломатическую миссию в стране. По этому случаю в МИД Туркменистана состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым. Стороны подтвердили высокий уровень традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Республикой Беларусь. Посольство Индии в Туркменистане организовало в городе Туркменбаши кинофестиваль Indian Film Festival 2024 в честь столетнего юбилея легендарного актера и режиссера Раджа Капура. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель хакима города Туркменбаши Майса Гульджанова и посол Индии Мадхумита Хазарика Бахагат. Ученики совместной туркмено-российской средней школы провели традиционную благотворительную акцию «Дари добро», организовав новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями. Сегодня католики всего мира отмечают Рождество. Европейские города уже окунулись в праздничную атмосферу. Рождественские ярмарки стали неотъемлемой частью предрождественских дней. Так, в Страсбурге, который называют столицей Рождества, открылась ярмарка под девизом «Время удивляться». Ее главной достопримечательностью стала 31-метровая елка. Примечательно, что для украшения города используются энергосберегающие лампочки. Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейсы из Баку в Грозный, потерпел крушение в среду вблизи казахстанского города Актау. По последним данным, на борту находилось 69 человек, среди них большинство граждан Азербайджана, а также граждане России, Казахстана и Киргизстана. В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следственные органы. Туркменский тяжелоатлет Шахзатбек Матиакубов завоевал золотую медаль чемпионата Азии среди юниоров в Дохе, установив мировой рекорд. Матиакубов победил в весовой категории до 102 килограммов и установил юниорские мировые рекорды в толчке и по сумме классического двоеборья. Еще одно золото в копилку команды Туркменистана принесла Гулялека Камурадова, став победительницей чемпионата Азии среди юниоров в весовой категории до 64 килограммов. В рывке туркменская спортсменка взяла 92 килограмма, в толчке 110 и набрала в сумме 202 килограмма. 2 серебряные и 1 бронзовые медали завоевали туркменские фигуристы на международном турнире Global Skating Academy Trophy в Ташкенте. В соревнованиях приняли участие более 220 спортсменов из разных стран. В составе туркменской команды серебряные медали завоевали Айнур Бердыева и Рахман Ходжамкулиев. Бронзовую медаль выиграла Ханна Сахедова. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.